Международная научно-практическая конференция, посвященная Новоафонской пещере, собрала специалистов-спелеологов из Абхазии, России и Австрии. Многие из них уже много лет занимаются изучением карстовых полостей республики. Одна из целей – оценить водный потенциал Абхазских гор. Пещера действительно кладезь вообще подземных вод, карстовых подземных вод. Здесь отсюда берут начало многие реки, которые находятся и которые впадают в Черное море. И даже самая вот эта короткая река Мира, наша Репро, о которой мы говорим, да, одна из коротких рек, 16 метров. То же самое Псырска, например, Маны, Квара. То есть и десятки других рек, которые имеют подземные русла. Они, по сути, формируются и идут в чистых вообще вот пещерных водах, и они выходят наружу очень чистые. И это, конечно, редчайшее явление, на самом деле, природное. Я думаю, что в этом уникальность Абхазии в целом, наличие горных, карстовых подземных вод, огромных запасов и наличие длинных подземных рек с короткими наземными руслами. Как говорят ученые, то, насколько богат запас пресной воды в Абхазии, еще доподлинно неизвестно. Спелеологи продолжают искать подземные реки, выявляя маршрут карстовых вод. А все это необходимо для того, чтобы понимать, как вести хозяйственную деятельность без ущерба для природы и с пользой для человека. Потому что вся вода, которая в нас, вот мы 80% из воды, мы пьем воду из пещер. Вот в Гаграх везде, это вся вода пещерная. И понимание, как она формируется, откуда она берется, как сделать так, чтобы было безопасно, не было загрязнителей, которые проходят, это тоже очень важно. Как сделать, чтобы не было, чтобы она не иссякла, эта вода, что кто-нибудь построит дорогу чуть выше, и вся вода перенаправится из Репро, пойдет в другую сторону, пророет новый проход. Понимание происхождения, генезиса этой воды, понимание динамики, карстовой безопасности. Вот это очень важно. То есть мы понимаем, что сейчас вода самая ценная. Мы понимаем, что можем накормить людей, можно привезти на машинах. Воду не привезешь много. И то, что сейчас в Абхазии так много воды, это чудо, это замечательно. Но ее нужно сохранять и понимать, как она образовывается. То, как влияет деятельность человека на пещеры и как сохранить уникальную флору и фауну замкнутых карстовых систем, пытаются понять ученые, изучая процессы их возникновения. Ведь то, что создавалось тысячелетиями, может быть разрушено за несколько десятков лет. Здесь, насколько примерно мы оцениваем, что, наверное, тут более 1000 пещер, вот, из них там около 145 вот, более-менее известных, вот, а сколько еще неизвестных. И, конечно, влияние человека, оно сказывается. Вот очень многое устраивают таких полудиких экскурсий, когда имеют место варварское отношение. С этим надо быть очень осторожным, потому что пещеру уничтожить и потерять ее ценность очень легко. Оборудование пещер, вот, например, если там постоянно электричество будет включено, то, соответственно, вырабатываются определенные формы микроорганизмов, которые могут повреждать тоже сталактиты, сталагмиты. Поэтому здесь надо быть осторожнее, очень осторожнее. И вот должны быть проводиться, естественно, исследования по рекреационной нагрузке, по допустимой, возможно, рекреации. А любое воздействие, оно должно быть просчитано в зависимости от ценности, от состояния пещеры, от ее природной вообще, в первую очередь, уникальности вообще пещеры. Но в то же время, по словам ученых, у Абхазии есть перспектива стать центром спелеотуризма. И тут, по мнению специалистов, есть возможность использовать опыт Новоафонской пещеры при эксплуатации рукотворных полостей, то есть угольных шахт и штолен. Вот в Кварчеле огромное количество не каменоломен, а шахт, штолен, когда раньше добывался уголь. Они сейчас не используются, заброшенные. Я знаю, сколько большое внимание уделяется в Республике Абхазия развитию этого региона. Проложена хорошая асфальтированная дорога туда. Вообще об этом много говорится, что восточный регион развивать. Мы понимаем, как это делать. У нас есть методика, мы знаем, как это... Фактически там все есть, дорога, все. Только сделайте небольшие мероприятия, и будет интереснейший туристический объект, помимо водопадов, которые там есть, будет туристический объект подземный, который тоже будет притягивать внимание людей. И вот такие спелеотуристические объекты можно сделать на разных участках по всей протяженности Абхазии. Не только возле Афона, ближе к Гаграм, ближе к Галу и другим районам. Это инвестпредложение для абхазских, прежде всего, конечно, для сотрудников и руководства Новоафонской пещеры. Они свои компетенции могут переложить на создание таких же спелеотуристических объектов в других регионах, такое сделать, расширить свои знания, свои компетенции.
Академик Инварби Эгба рассказал о том, как меняется температурный режим пещер при их эксплуатации. И на примере Новоафонской показал, какие именно факторы влияют на изменение микроклимата. А это освещение, подсветка сталактитов, перемещение людей и движение транспорта. По словам директора пещеры, в настоящее время идет замена мониторингового оборудования на более современное. После своих изучений, анализов, экспериментов, они рекомендательные какие-то нам моменты отправляют, мы прислушиваемся. И мы обязаны, я считаю, что мы обязаны беспрекословно все принимать, потому что тут и вопросы безопасности, тут и вопросы сохранения как уникального памятника природы. Тут очень много вопросов, которые только специалисты могут определить. В ходе конференции ученые сообщили о том, что дали имя виду ракообразных, которых обнаружили в Новоафонской пещере. Нашли их давно, но то, что именно этот вид уникален, выяснилось недавно. Назвали ракообразное рода Нефаргус именем Гиви Смыр. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.